Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане аккредитован новый посол Австралии. 107 победителей конкурса научных работ среди молодежи наградили в Туркменистане. Туркменистан и Пакистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества и другие новости. По поручению президента Сердара Бердымухамедова председатель Меджлиса Дуня Гозель Гулманова приняла верительные грамоты от нового посла Австралии в Туркменистане Джона Уильяма Гиринга. Посол Гиринг выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство на туркменской земле. Он передал наилучшие пожелания от руководства Австралии президенту Сердару Бердымухамедову и подчеркнул, что считает большой честью представлять свою страну в независимом нейтральном Туркменистане. В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса научных работ среди молодежи, который финансируется за счет средств фонда президента Туркменистана по поддержке молодых ученых. В этом году в конкурсе приняли участие 1670 молодых ученых и студентов, представивших свои разработки в различных направлениях. Председатель Меджлиса Туркменистана провела встречу с послом Пакистана в Туркменистане Ахсаном Ваганом. В ходе встречи дипломат рассказала об эффективном развитии межгосударственного и международного сотрудничества, реализуемых реформах в Туркменистане, а также о значении мероприятий, организованных в честь 300-летия Махтумкули-Фраги. 30 индийских компаний желают посетить Туркменистан, чтобы ознакомиться с возможностями Туркменбашинского морского порта. Об этом заявила посол Индии в Ашхабаде Мадхумита Хазарика Бхагат на встрече в агентстве «Морские и речные пути Туркменистана». Встреча была посвящена вопросам налаживания сотрудничества в сфере морских перевозок, а также возможности транзита грузов через Туркменбашинский международный морской порт. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с вновь назначенным главой представительства детского фонда ООН Джалпой Ратна, которая вручила копии своих верительных грамот. Министр Миредов поздравил дипломата с назначением на пост, пожелал успехов и новых достижений в ее миссии. Группа биологов из Британского музея естественной истории совершила удивительное открытие – новый вид травоядных пираний, обитающих в области бассейна реки Амазонки. При виде этих необычных рыб ученые сразу же вспомнили знаменитого злодея из культовой саги «Властелин колец» Саурона. Уникальные создания были обнаружены в водах реки Шингу, притока Амазонки, протекающего по территории Бразилии. Этот речной бассейн известен своим впечатляющим биоразнообразием. Здесь обитает более 600 видов рыб. Торжественная церемония открытия Дней культуры Азербайджана состоялись во Дворце международных форумов «Узбекистон» в Ташкенте. Мероприятие посетили представители широкой общественности, деятели литературы и искусства, а также творческая молодежь. В течение 3 дней в столице Узбекистана запланированы литературные встречи, презентации книг, культурно-просветительские мероприятия и выставки, знакомящие с азербайджанской культурой. Сегодня в Куала-Лумпуре прошла жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии 2025 среди юношей до 17 лет. 43 команды были распределены по 10 группам для предварительного раунда, который пройдет с 19 по 27 октября 2024 года. Национальная сборная Туркменистана до 17 лет попала в группу «Д» вместе с хозяевами группы – Таиландом, а также Индией и Брунеем. Известный туркменский специалист Курбан Бердыев в ближайшее время возглавит азербайджанский «Туран». Об этом заявил спортивный директор клуба. В прошедшем сезоне чемпионата Азербайджана «Туран» занял 6-е место, набрав 48 очков. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.